Değerli dostum Sayın Zelenski, Дорогой друг, господин Зеленский, дорогие украинцы, дорогие крымско-татарские братья, уважаемые участники, я приветствую вас от всего сердца с уважением. Я рад обратиться к вам, пусть и через видеосообщение. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы, как страна и народ, стоим на стороне дружественного украинского народа в этот болезненный день, когда исполнилось 3 года войны. Я хотел бы выразить свои соболезнования украинцам, которые погибли, защищая свою землю в течение последних 3 лет, и выразить соболезнования их родственникам. С момента аннексии Крыма в 2014 году Турция оказывает необходимую поддержку справедливому делу Украины в соответствии с основными принципами международного права. Как и 3 года назад, когда начался конфликт, мы заявили о своем несогласии с войной. Сегодня мы по-прежнему намерены прилагать все усилия для прекращения войны путем переговоров. При этом мы продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. По мере того, как война начинает свой 4-й год, мы видим, что подходы, основанные на дипломатии, диалоге и переговорах, становятся все более актуальными. Мы рассматриваем этот процесс как начало завершения конфликта и установления прочного мира. Как мы утверждали с самого начала, путь к справедливому и прочному миру может быть проложен только с помощью соглашения, в котором обе стороны войны представлены одинаково и справедливо. На прошлой неделе в Анкаре мы с господином Зеленским обсудили вклад Турции в этот важный процесс и ее готовность выступить площадкой для переговоров. Я хотел бы со всей искренностью заявить, что на всех нас лежит важная ответственность за то, чтобы в следующем году мы отметили годовщину мира, а не войны. Как Турция мы будем продолжать прилагать все усилия для установления справедливого и прочного мира в 2025 году. kalın sağlıcakla.